С чего можно начать нашу историю? Это с первой встречи, наверное, как я встретился с Гулике. А предыстория была такая, что я 7 лет ездил, меня возили. Я ездил сам, насколько мог, уже на костылях, на этом практически перестал ходить. И ездил и искал человека, который бы мне помог вылечиться, встать на ноги, вернуть свое здоровье. Вот. И вот 7 лет мои прошли в поисках такого человека. Объездил весь Казахстан, объездил юг, запад, восток, север. То есть все, кто сперва говорили: да-да, приезжайте, мы вас поднимем на ноги. Когда я приезжал, когда меня доставляли, скажем так, как посылку, видя мое состояние, они, видимо, видели, что в очень сложном таком энергетическом состоянии, положении. Все они сразу же махали руками и отказывались. Вот. Вот такие вот 7 лет они у меня прошли в таком поиске. В Россию тоже ездил, в Узбекистан, вот, был в Таджикистане, ну то есть в Киргизии. То есть ездили мы везде и искали, кто бы мог это сделать, кто бы мог мне помочь. И уже лежа, когда уже не мог ни двигаться, ни руки, ни ноги уже не слушались меня. И когда уже мои родители уже, можно сказать, как бы в душе, в сердце уже, наверное, прощались со мной, в этот момент отец обратился у нас в Астане. Это было в 2013 году. Отец обратился к Гульдарай и Емше. И Гулике сама смогла через дня два, через три смогла сама прийти к нам в дом, потому что я уже был не транспортабельный, никак не получалось. Вот. И ответив на просьбу моего отца, она приехала к нам в дом. И, как говорит по глазам Гулике, как говорит сама Гулике потом, в дальнейшем, отец звал ее, чтобы она мне помогла уйти в тот мир, читая Коран. Вот. А когда Гулике заглянула в мои глаза, как бы ее источники, да, сверху сказали ей: этому молодому человеку еще рано уходить на тот свет, поэтому рано его еще отпевать. Вот. И надо просто сделать то-то, то-то, то-то. И вот так вот началась наша совместная, скажем, работа, наш совместный тяжкий труд по возвращению меня снова на землю, по возвращению меня снова в мое тело. Вот это было наше первое такое знакомство. Вот.